Добрый вечер. В эфире «Региональные вести». В студии Лариса Шамаева. Главные события пятницы. Всемирный день телевидения. Наши филиалы по всей стране вещают на 57 различных языках, что помогает сохранить национальную идентичность. И я очень горжусь тем, что мы являемся частью этого довольно важного процесса. Работники телевещания празднуют сегодня свой профессиональный праздник. Новые шаги в развитии страны, горизонты возможностей. Это не просто дата, это 2 десятилетия самоотверженного труда, непрерывного развития и огромного вклада в будущее нашей республики. В Чеченском государственном университете прошла конференция, посвященная 20-летию образования факультета государственного управления. Изучать и передавать знания. Здесь несколько групп, которые выучились по 4 направлениям. Это иджаза, методические, преподавательские курсы и сира. В чем уникальность коранического центра Аль-Джазари, узнаем у нашего корреспондента. Глава Чеченской Республики поздравил сотрудников средств массовой информации со Всемирным днем телевидения. В своем телеграм-канале политик отметил, что телевидение уже многие годы остается значимой частью информационного пространства. Несмотря на стремительное развитие цифровых платформ, эфирное вещание продолжает выполнять важную миссию. Благодаря ему зрители получают достоверные сведения о происходящем в политике, экономике, социальной жизни, культуре и спорте. Особые слова благодарности Рамзан Кадыров адресовал сотрудникам чеченских телекомпаний. В сложнейшие этапы нашей истории именно эти люди обеспечивали правдивыми сведениями, разрушали мифы и укрепляли в обществе верность нашим традициям, ценностям и духовному наследию. Сегодня телерадиовещание региона располагает современной техникой и крепкими кадровыми ресурсами. В отрасли трудятся компетентные и преданные своему делу специалисты, которые достойно продолжают лучшие традиции регионального медиасообщества и оправдывают доверие зрителей, подчеркнул руководитель субъекта. Сегодня мы отмечаем День телевидения, праздник тех, кто делает эфир живым. В Чеченской Республике в настоящее время вещают 3 телеканала – ГТРК «Войнахчи», ГТРК «Грозный» и ТРК «Путь». Именно наши телеканалы являются голосом региона, его культурным кодом и главным источником новостей. Они не просто информируют, а объединяют, просвещают и отражают динамичное развитие нашего региона. Каждый из них нашел свой стиль и своего зрителя, и вместе они создают полную и яркую картину телевизионной жизни республики. Об истории телевидения и его работе в сюжете Рабиат Гайтеевой. Этот взгляд в эпицентре каждого события. Операторы ловят мгновение, которое уже через несколько часов станет целой историей. За каждой минутой эфира часы кропотливой работы тех, кто остается за кадром. Именно здесь, в стенах телерадиокомпании ГТРК «Войнах», создаются вести, которые первыми узнает республика. Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о самых заметных событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Компания ГТРК «Войнах» стояла у истоков возрождения республиканского телевидения. За долгие годы на телеэкранах были показаны самые ключевые события, уже вошедшие в историю региона. Мы ежедневно наблюдаем, как интерес к телевидению возрастает, и это несмотря на довольно непростую конкуренцию в медиапространстве. Особо хочется отметить работу, проводимую в рамках национального вещания. Наши филиалы по всей стране вещают на 57 различных языках, что помогает сохранить национальную идентичность. И я очень горжусь тем, что мы являемся частью этого довольно важного процесса. Соответственно, в условиях современных реалий и вызовов нам просто необходимо совершенствовать свою профессию. И поэтому особое внимание мы уделяем повышению квалификации наших сотрудников. Мы регулярно принимаем участие в различных мастер-классах, форумах, проводимых как региональными, так и федеральными коллегами. Выезжаем в субъекты, чтобы на месте ознакомиться с их методами подачи информации, что очень помогает в нашей работе.
Но для начала экскурс в прошлое. 15 мая 1960 года впервые засветились голубые экраны Грозного и районов республики. За годы двух военных кампаний вся техническая база и здания были полностью уничтожены. Однако журналисты продолжали работать, освещая ключевые события региона и часто рискуя жизнью ради свободы слова. В тот критический период колоссальную поддержку и помощь сотрудникам СМИ оказал первый президент Чеченской республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров. Я надеюсь, вторую годовщину мы будем справлять по-другому. Это у вас, я надеюсь, будет отдельное здание, отдельное помещение, чтобы вы могли более, расширенно работать. И для этого будут условия, которые мы будем стараться создавать. Я от всей души поздравляю всех работников телевидения, радио и всех тех, которые освещают те или иные проблемы, вопросы жизни, хорошее и плохое, нашей республики. Свидетелем и участником этой истории стала Луиза Бакарова. Она пришла на телевидение еще в 1995 году. За эти годы она сменила несколько профессий на ТВ. Сотни эфиров, 1000 сюжетов и неизменная преданность делу. Сегодня она продолжает работу, но уже переводчиком редакции информационной программы «Вести Чеченская республика», передавая опыт молодым коллегам. Работали, конечно, в тяжелейших условиях. И стесненные были условия, но и время было тогда очень опасным. Но, тем не менее, мы выезжали в различные районы республики, привозили материал, и от нашей работы зависела информация, подаваемая населению. Журналистика – одна из самых интересных и сложных профессий. Ненормированный рабочий график, поиск интересных тем, информационная нагрузка и необходимость находить время для семьи. С этим наши коллеги сталкиваются ежедневно, но любовь к профессии дает внутренний стимул для преодоления любых трудностей. Больших трудностей в этой работе нет, но самая большая, в кавычках, трудность — это то, что выезд может быть куда угодно, во сколько угодно, в любой час из 24 часов, скажем так, в любое время суток. Это, пожалуй, главная трудность, которую мы все же с улыбкой на лице преодолеваем, поскольку любой выезд, он начинается, заканчивается. Бывают интересные выезды с огромным количеством участников, массовка, какие-то спортивные состязания и тому подобное. Бывают не совсем веселые выезды, где мы совсем не зная какой-то такой сложной терминологии, пытаемся разобраться в том, в чем мы, собственно, не разбираемся. Но поскольку мы журналисты, за годы работы, а в моем случае 7-й год работы, мы становимся профессионалами в любой сфере деятельности, которую освещаем. Многие сотрудники ГТРК, стоявшие у истоков, до сих пор с теплотой вспоминают, как возрождалось вещание в республике. Для них, прошедших этот путь, современное телевидение – это воплощение той самой мечты, за которую они боролись. И один случай такой, нам дали компьютер, раньше в Windows в заложенной базе были там видеоролики спортивные, что-то, там цветочное поле, фотографии, что-то было. И наш бывший сотрудник Муслим Автарханов из этого, то, что в компьютере, в самом компьютере было, создал нам шапку, сделал. И у нас была проблема вытащить эту шапку на ленту, на ВХС-ленту. Тогда же компьютера не было, и экран был трубчатый. Когда камеру туда направляешь, там эти полоски появлялись. Мы в аренду взяли, единственный в республике был компьютерный магазин в Гудермесе. Оттуда в аренду взяли видеокарту, туда поставили, настроили все, оттуда на ВХС-камеру переписали вот эту шапку, максимум 15 секунд там было, не помню, сколько там было. Потом отдали эту видеокарту обратно владельцу. Вот в таких условиях начинали последнюю вот эту версию. За готовым сюжетом стоит интенсивная работа. Выезд по первому сигналу, будь то вершины Кавказских гор или военные учения. Бегать с камерой и микрофоном корреспонденту-оператору приходится с утра до позднего вечера. И не важно, что за окном проливной дождь, палящее солнце или леденящий мороз. В кадре только факты и уверенность, а за кадром десятки дублей, чтобы каждое слово прозвучало четко. Каждый сюжет – это результат работы не только съемочной группы, но и профессионалов, собирающих материал по крупицам в единую картину. Процесс монтажа – это самая сложная, но основополагающая часть нашей работы, но благодаря нашим монтажерам эта работа проходит довольно легко. Они готовы помочь
на каждом этапе, начиная от зачитки и заканчивая до подбора видеоматериала. И вот после сбора информации, написания и проверки текста и монтирования сюжета готовый материал поступает на пульт режиссера. Именно отсюда выходят выпуски, которые зрители видят каждый день. Пока ведущий готовится произнести подводку уже к следующему эфиру, за кадром же кипит своя работа. Режиссерский пульт – это святая святых каждого телевидения. Здесь все готовы к любой неожиданности в прямом эфире. Режиссер, видеоинженер и звукорежиссер работают как единый механизм. Их слаженность – это гарантия бесперебойного эфира. Мы работаем за кадром, но наша работа отличается от других, потому что у нас прямой эфир, и мы на своем месте должны быть более ответственные. Мы не можем ни на что отвлекаться, точно так же и звукорежиссер, и все работники, которые работают за кадром. Кроме вестей, эфир наполнен тематическими программами, каждая из которых отвечает за конкретные запросы зрителей. Так, телеканал пополнил свою сетку вещания новым познавательным проектом для подрастающей аудитории. Программа «Другой ракурс», которую ведет юная Софият Букаева, в увлекательной форме знакомит детей с миром профессий. Я не знала, что такое телевидение, и для меня это было интересно. Я начала делать свою программу. Я выезжаю в разные места, знакомлюсь с разными людьми, пробую себя в разных профессиях, и мне это очень нравится. Что я могу сказать? Лучше телевидения может быть только телевидение. Более чем 65 лет телерадиокомпания стоит на информационной передовой, выпуская качественный контент, который неоднократно транслировался на федеральных каналах. С начала года отправлено 58 материалов и проведено 8 телемостов. Оставшуюся минуту до региональной части используем для того, чтобы включить ГТРК «Войнах». Рамзан Абуев в студии. С нами на связи ГТРК «Войнах», где эфир сегодня ведет Лейла Муртазова. Сегодня ГТРК «Войнах» – это современный медиахолдинг, объединяющий телевидение, радио и цифровые платформы. Благодаря фундаменту, заложенному Ахматом Хаджи Кадыровым и поддержке главы региона Рамзана Кадырова, журналистика в республике вышла на высокий уровень. وين هرنيا حبل شبودون وين جورناليست هو عامين شبودون هو شعب شلون شغلون طبعا بالخدون شو بال يشبع عندوش طبعا وي طبعا دنيا شوح عيس مشروع عيسى وشلون رولك يرتي سوريت يرتي تعطدون ميربرياتش كابيرو مش عضو شو ويدون شو ديريز خلدون شو خلرنا ديريز خل Ахмат Хаджи, чьими трудами чеченское телевидение, чеченские СМИ вообще вернулись к жизни, он был бы горд, гордился этим днем и теми изданиями, теми телевизионными каналами, теми агентствами, которыми сегодня располагает Чеченская Республика, которые составляют ее честь, славу и достоинства. Развитие телеканала продолжается при поддержке руководителей ВГТРК Олега Добродеева и Рифата Сабитова. Компания регулярно участвует в профессиональных конкурсах регионального и федерального уровней, занимая призовые места. ГТРК «Война» за передачу Саиды Гаркашевой «Республика». Пожалуйста, просим подняться на сцену. Телерадиокомпания не перестает становиться лучше. В прошлом году она первая среди всех филиалов ВГТРК, и телевидение Северо-Кавказского федерального округа запустило новую инновационную графическую студию. А в этом провела модернизацию радиовещания, повысив качество сигнала для радиослушателей. Знаете, вызывает большую радость и гордость за то, что коллектив нашел правильное технологическое решение и применил его и очень вовремя. Это общее предмет гордости для всего нашего большого холдинга. Огромное спасибо главе республики Рамзану Ахматовичу Кадырову за постоянное внимание и поддержку здесь нашего филиала ГТРК «Войнах».
Сегодня все телевизионные сообщества региона работают в едином информационном ритме. В эфирах доминируют основные актуальные направления, такие как масштабные проекты развития территорий, год Путинского района, история как фундамент национальной идентичности, тема специальной военной операции для донесения правды о действиях нашей армии и постоянная работа на фронте информационной войны, где телевидение выступает против фейков и манипуляций. Я хочу от лица всех журналистов, всех сотрудников нашего министерства в первую очередь поздравить почетного президента ЧГТРК Грозный, мобильного репортера, главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, который сам лично не просто является владельцем этого удостоверения, мобильный репортер, мы ему вручали удостоверение, а на самом деле сам присылает нам контент, снимает контент. Сам представляется как мобильный репортер ЧГТРК Грозный. Конечно, это для нас большая мотивация. Кроме того, хочу поблагодарить от всей нашей большой команды телевизионщиков, поблагодарить президента регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова, уважаемую Аймаль Несиевну. Потому что на всех этапах становления наших телеканалов и по сегодняшний день мы регулярно получаем помощь, поддержку всем сотрудникам 3 телеканалов. Пожелать успехов, удачи, пожелать нам всем, чтобы мы и дальше уверенно, беспрекословно следовали пути нашего первого президента Ахмата Хаджи Кадырова. Он нам завещал, значит, говорить людям правду, доводить до людей правдивую информацию. Хвала Всевышнему, что у нас сегодня есть опытные журналисты, которые работают на наших телеканалах с начала 2000-х. Опытные журналисты, которые делятся этим опытом, воспитывают новое поколение журналистов. Еще радует тот факт, что много молодых людей, которые хотят сегодня работать на наших телеканалах в республике. Есть конкурс, среди которых мы отбираем. Это нас радует. Это значит, опять же, имидж, престиж работы журналиста. Журналистика – это такая сфера, то есть для таких людей, которые хотят всегда оставаться в эпицентре событий, всегда хотят чувствовать вот эту динамику, постоянное движение, люди относительно неспокойные, творческие. В войнах не единственная телевещательная единица региона. ЧГТРК Грозный круглосуточно рассказывает о жизни республики и радует зрителей яркими авторскими проектами. Создаются материалы руками талантливых и креативных сотрудников. В современном мире, когда существует огромная масса информационных угроз, очень важно единство населения региона, сплоченность. Ее невозможно добиться, если у людей нет такого яркого представления о своем прошлом, о том, чем живет сегодня республика и к чему республика наша идет. И главой республики, который является нашим почетным президентом ЧГТРК Грозный и мобильным репортером, который, кстати говоря, присылает нам свои материалы, мы их показываем, поставлена задача именно, чтобы вся наша работа, чему бы она ни была посвящена, она строилась на основе религии, обычаев и традиций чеченского народа, и мы этого придерживаемся. Впервые телевидение и радиоканалы Грозный вышли в эфир 23 марта 2003 года. Сейчас телеканал вещает в 2 форматах – наземном и спутниковом. И с каждым годом расширяет список своих программ и проектов. Мы открыли новые рубрики. И одна из таких рубрик – это английские и арабские новости. Также у нас очень много других интересных проектов. Один из таких проектов – это интервью героя СВО. Тоже транслируется в рамках новостей. Участники рассказывают свои реальные истории с передовой. У нас в планах сделать рубрику, ну вот как наша рубрика «В ритме Грозного», такая же будет рубрика, посвященная именно горным территориям. А с телеканала «Путь» имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, вещает единственный в России исламский телеканал, несущий свет духовности и знаний. Такой мощный телевизионный альянс – наследие национального лидера и результат стратегии главы республики. بيشدو دا المغلابير بولشدو إسلام ديننا شبوختيرة تسنة ويقومي دقاتي ترحم تقوش خلدوشتو جوار قل سداليتا إسلام دين بوختيرة ديل الشادقات شاز عليه الصلاة والسلام زعيولشو شيدست نويرنتي بوشكي تاني حدوقش دوشتولو علم دو إذا
أسنيق تاعها قحوق شهر تلفزيونيو ومخكرة بوختيرة أنا حلا أرمقح بوصل مقحها تارنا دادوزوش. И даже в наш профессиональный праздник экраны не гаснут, а в эфире, как и всегда, идет свежий выпуск новостей. Потому что телевидение – это долг и жизнь, а доверие зрителей – высшая награда. Рабиат Гайтиева, Магомед Басаев, Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская Республика. Помощник главы Чеченской Республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил журналистов и сотрудников республиканских СМИ со Всемирным днем телевидения. Министр отметил значимость работы и пожелал журналистам успехов. По его словам, сотрудники чеченских телерадиокомпаний уже многие годы с преданностью и профессионализмом трудятся во имя правды, следуя курсу первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Но несмотря на все достижения, необходимо идти в ногу со временем и развиваться во всех направлениях. мероприятие провести болот эбил дадия закта юқар командныйхум олех махкан оман юқаван юшдулхуман шуда эмсема дольш дигна васты дольш шент эдиллин диқар коуч деш хадуош хлырда тюшел дуй очередной раз вайт яхдис еще чш юқдал келхум вайсих хум освойтдин ама ам и разные инструменты вебелшка внедрять цейчвает. Я дюсес, я колхердольш юкдолшум штук вебок, хинца в частности искусственный интеллект. Сюнах йол потенциал использовать. Ама аймш, специалист привлекать беш больше квалификации. Хала яхш. Сундела вебош качер, хица диагардуса именно на инструменты искусственного интеллекта. Обращайте внимание. У нас буквально несколько, но крупных мероприятий. И год закрываем. И в следующем году собрано улицно. Тажим шей редакция, шей есть департамент, шей тажим решение шейн систем, чтобы еще лучше настроить работу. Вояхо республикер самые авторитетные команды, Амад Хаджи команды, Адалазов Тобулдуэль, цин представитель, что их уже это ан болбир буквой. وای بالله بها نخلی بیربو республики. وای مال دلیشات سوندالچی وای بقدق отстаивать дешту. В ходе мероприятия Ахмед Дудаев передал отличившимся работникам телевидения государственные и ведомственные награды. Также журналисты получили денежные поощрения, в их числе и сотрудники ГТРК в войнах. Указом главы Чеченской Республики медалью за заслуги перед Чеченской Республикой был удостоен заместитель начальника службы программ телевидения Джамбул Шемелев. Почетное звание «Заслуженный журналист Чеченской Республики» получила заместитель начальника службы программ телевидения Мария Королева. Почетным знаком за трудовое отличие наградили заместителя директора ГТРК в войнах Асламбека Арипханова. Почетную грамоту главы региона получил ведущий инженер по телевизионному оборудованию Ахмед Хизриев. А благодарственные письма передали монтажеру телерадиокомпании Гельмату Аласханову и видеооператору первой категории Сайдемину Мусаеву. Сегодня наших коллег удостоили очень высоких региональных наград за заслуги перед Чеченской Республикой, за трудовое отличие, вот мне в том числе благодарственными письмами главы Чеченской Республики. Это очень приятно, очень радостно, потому что такое внимание, оно очень ценно от руководства республики, оно дает дополнительную мотивацию, стимул для работы. Объединенная группировка войск по проведению контртеррористических операций на территории Северокавказского региона Российской Федерации отметила работу журналистов и технических специалистов ГТРК в войнах. Помощник командующего ОГВС Ирина Струговец передала директору телерадиокомпании Рузане Веселаевой и ряду других сотрудников ведомственные благодарственные письма. Представители ОГВС Росгвардии выразили признательность коллективу за высокий профессионализм, оперативность и объективность при освещении деятельности подразделений. Но руководство ГТРК в войнах поблагодарили за высокую оценку труда и выразили готовность продолжать плодотворное сотрудничество. Я хочу сказать вам огромное спасибо за ваш профессионализм. Нам не составляет труда освещать вашу деятельность. Мы это делаем с удовольствием. Наши корреспонденты с удовольствием к вам едут на выезд. Поэтому вам спасибо. Мы вас тоже поздравляем с Днем телевидения, потому что нам друг без друга нельзя. Это наш общий праздник. Вам спасибо за то, что нашли время и приехали к нам.
Продолжая тему профессионального праздника телевизионщиков, моя коллега Саида Гакашева подготовила специальный репортаж, посвященный телевидению и рабочим будням его сотрудников. Смотрите его сегодня в нашем эфире. 2 десятилетия готовить управленцев для региона и страны. В Чеченском государственном университете отметили юбилей факультета государственного управления. В честь этого события прошла научно-практическая конференция с участием ведущих экспертов, преподавателей и студентов. Слово Турпалали Тайсумову. Новые шаги в развитии страны и горизонты возможностей, посвященная 20-летию образования факультета государственного управления, 8-я Всероссийская научная практическая конференция собрала кандидатов и докторов наук для обсуждения актуальных задач и вопросов. Гостями стали официальные лица, некоторые из которых сами обучались на факультете Чеченского государственного университета имени Ахмата Хаджи Кадырова. Ректор Заурбек Саидов в приветственном адресе поздравил всех с юбилейной датой. От имени организаторов приветствую собравшихся на 8-ю Всероссийскую научно-практическую конференцию «Влияние новой геополитической реальности на государственное управление и развитие Российской Федерации», посвященной 20-летию образования факультета государственного управления. Прежде всего, сердечно поздравляю деканат, профессорско-преподавательский состав, всех сотрудников и студентов с 20-летием образования факультета государственного управления. Свою сравнительно короткую историю факультет заполнил яркими событиями и достижениями. В настоящее время процесс формирования новой геополитической реальности сопровождается ростом глобальной и региональной нестабильности, которая усилилась под влиянием санкций на нашу страну. В этой связи обостряются противоречия, связанные с неравномерностью мирового развития, углубляется разрыв между уровнями благосостояния стран, усиливается неопределенность перспектив развития экономики. Полагаю, что наша конференция предоставит широкую площадку для обмена мнениями и знаниями по многим актуальным вопросам и проблемам государственного управления в условиях новой геополитической реальности. Слова приветствия в адрес всех участников передал секретарь Чеченского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель правительства региона Магомед Даудов. Факультет государственного управления Чеченского государственного университета имени Ахмата Хаджи Кадырова отмечает свой славный 20-летний юбилей. Это не просто дата, это 2 десятилетия самоотверженного труда, непрерывного развития и огромного вклада в будущее нашей республики. Вспомним, в каких условиях происходило становление факультета. 20 лет назад наша республика лишь начинала свой путь возрождения после тяжелейших событий. Это было время, когда каждый шаг вперед требовал огромных усилий, веры в будущее и дальновидности. Создание факультета государственного управления стало ответом на острую потребность в высококвалифицированных кадрах, способных восстанавливать, строить и развивать государственность Чеченской Республики. Это был еще один важный результат на пути нашего первого президента, Героя России, основатель Чеченского регионального отделения партии «Единая Россия» Ахмат Хаджи Кадырова, который видел будущее региона в образованной и компетентной молодежи. Факультет рождался буквально из пепла, с огромной надеждой и стремлением служить Родине. Помощник руководителя администрации главы и правительства субъекта Элла Закри Нучаев поблагодарил преподавательский состав и своего наставника за те знания и умения, которые он получил, будучи студентом этого образовательного учреждения. Для меня большая честь, что я являюсь выпускником Чеченского государственного университета имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова. Тем, что я учился, также я горжусь тем, что я учился на факультете государственного управления. Выражаю благодарность всем своим преподавателям, которые, не покладая рук, помогали нам, воспитывали нас и всегда поддерживали. Особо выражаю благодарность своему куратору, ныне декану факультета государственного управления Малик Ильяс Халил. И желаю всем плодотворной работы на конференции. Элла Закри передал почетные грамоты от администрации главы и правительства, отличившейся сотрудникам факультета. Заместитель председателя парламента региона Аднан Нагаев в своем выступлении выразил уверенность в том, что студенты факультета принесут пользу как себе, так и обществу, заняв достойное место в госучреждениях. В рамках обсуждений, в рамках рождаются именно в споре истины, которые сегодня нам, возможно, нужны в разных сложных геополитических, как здесь отмечена ситуация. Новые студенты с новым мышлением, с новыми знаниями могут иметь креативные идеи, которые могут нам уже
бывалым законодателям, госслужащим, по-новому посмотреть на вещи, на проблему и, возможно, вносить полезные коррективы ради блага наших народов, нашей страны. В общем, поэтому мы ждем от вас плодотворной работы, хороших, позитивных идей, новых взглядов. Пожалуйста, работайте, креативьте, как говорят молодые люди. Мы всегда рады прислушаться ко всему новому, научно обоснованному тем более, и желаем в этом вам творческих и научных успехов. От лица парламента Чеченской Республики медали и грамоты также были вручены своим заслуженным обладателям. Декан факультета госуправления Малика Давлетмурзаева стала одной из них. Она трудится в этом направлении с момента основания кафедры. Мы гордимся каждым нашим выпускником. Мы сегодня пригласили людей, которые учились в самое трудное время для нашей республики, для нашего родного университета. Эти студенты взяли на себя первый удар, который взяла на себя наша республика. Наши студенты справились. Мы видим, как сегодня развивается наша республика. Это благодаря, мы считаем, благодаря именно нашим выпускникам, которые сегодня плечом к плечу с нашим руководителем, с нашим главой республики, героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым сегодня управляют нашей республикой. Саламбек Сулумов также трудится на данном поприще с начала нулевых. За много лет уже тысячи студентов прошли через университет. По его словам, когда молодые ребята, окончив учебу, занимают высокие должности, они радуются вместе с ними. Особенно, когда выпускники спустя время приходят в гости и не забывают их, как сегодня. От того, кого мы сегодня подготовим, зависит наше собственное будущее и перспективы нашей республики. То есть горизонт нашего, вы видели сегодня, да, 20 лет, которые мы сегодня взяли, да, посчитали, 20 лет со дня рождения факультета получается, но за 20 лет мы уже получаем обратную связь. То есть мы уже видим своих выпускников не просто на улицах встречаем, но практически на всех уровнях власти в республике, а порой и за пределом даже в Москве есть наши выпускники, что очень отрадно и приятно. Приятно то, что мы опосредованно через своих студентов, но тем не менее влияем на будущее и на настоящее этой республики и страны в целом, если хотите. То есть те, кто готовят кадры, они готовят будущее. В ходе конференции собравшиеся профессора, преподаватели и студенты обсудили вопросы и выслушали доклады, к примеру, про цифровые платформы и искусственный интеллект, которые быстрее всего внедряются в современную человеческую жизнь. За свою сравнительно небольшую историю факультет внес весомый вклад в дело подготовки управленческих кадров, специалистов высшей квалификации и продолжает набирать студентов для достойного будущего в субъекте. Турпал Алита Исумов, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. Новая многонациональная группа добровольцев отправилась в зону проведения СВО. Они прошли двухнедельный курс военной подготовки в Российском университете спецназа имени Владимира Путина, где их обучал опытный инструкторский состав. Среди бойцов есть как новобранцы, так и те, кто уже не в первый раз направляется на передовую. Все необходимое им обеспечивает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Это мой 6-й контракт. Хочу помочь стране и своему народу, пацанам помочь, которые там на передовой находятся. Тянет обратно, это мой долг. Я принимал присягу как-никак. Подготовка очень замечательная. Обеспечение, все дается. Бронежилеты, каски, все по высшему разряду. Лучший из вас тот, кто обучается Корану и обучают ему других. Коранический центр Аль-Джазари ставит задачу подготовки специалистов высочайшего уровня, которые в совершенстве будут владеть не только правильным чтением Корана, но и методикой его правильного преподавания. Здесь предусмотрено обучение не только чтению Корана с самых азов, но и повышение квалификации учителей, обучение на преподавание, обучение на иджаза. Подробнее о работе центра расскажет Мадина Кураева. Здесь звучат строки из Корана, учатся внимать слову и понимать его смысл. Для многих учеников коранический центр Аль-Джазари – это первая ступень к большому пути в религиозном образовании. Здесь обучают правильному чтению и правильному преподаванию Корана. Основные две дисциплины – это теория и практика. Акцент – это и чтение, и теория. Параллельно у нас есть для тех, кто хочет начинать обучение чтению с нуля. Если кто-то знает читать, он может пройти полный Коран. Также тот, кто знает чтение, может его повысить свое чтение, работать со специалистом индивидуально, может в группе.
Также, кто хочет, например, закончить Коран от начала до конца, по всем правилам таджвида, пожалуйста, это можно. Наш центр, он полностью связан со всем, что может быть связано с чтением, изучением теории Корана. Руководитель Аль-Джазари – известный специалист в области коранических наук, член жюри всероссийских конкурсов чтецов Корана. Саид Хусейн Саид Ибрагими поделился особенностью центра. Это специально подготовленные учебники для преподавательского курса, где уроки расписаны максимально понятно и со всеми тонкостями. Также есть к нему есть у нас приложение с объяснением этого. У нас есть все наши материалы, все наши уроки именно для преподавателей в формате видеозаписи в хорошем качестве. Ну и, скажем так, самая изюминка – это то, что каждый наш урок мы сейчас проводим с презентациями, со слайдами. Получается, у нас есть интерактивные доски, вы знаете, это уже современные технологии, и мы эти доски используем в основном с готовым материалом. Мы не пишем на них практически. Почему? Потому что заранее есть заготовки, и это экономит время, раз. И второе, помогает тому, кто обучается, получить эти знания. Когда он видит готовый слайд, на нем все написано, он, во-первых, визуально чувствует текст, и второе, слышит его. Два метода закрепления. Поэтому подход, который мы применяем сейчас, он уникален тем, что мы даем максимальную базу, чтобы человек даже хоть маломальски имеет какую-то базовую или языковую базу, чтобы это мог он понять сразу. Программа центра построена так, чтобы каждый желающий мог глубоко и последовательно обучиться священному писанию. Занятия проходят несколько раз в неделю. Каждый ученик получает индивидуальный подход. Здесь работают опытные специалисты. Преподаватели объясняют правила чтения, учат таджвиду, дают нравственные ориентиры. Есть разные у нас курсы. Коран с нуля, есть продолжение тасхих, исправление чтения, есть иджаза, есть заучивание наизусть. Мне очень нравится моя работа, я прям влюблена в свою работу, поэтому с удовольствием ее выполняю. Здесь, конечно, особенная атмосфера, потому что здесь учителя с опытом работы, все работали, хотя работали в разных местах, но нас объединяет одно, то, что мы доносим Коран до людей, и нас это объединяет, и каждый приносит свою идею, все это обсуждаем, очень дружный коллектив. Студенты, естественно, все это чувствуют и тянутся к нам. Когда кто-то к нам просто первый раз заходит, даже, может быть, с подругой, или они сразу записываются на какой-то курс, это им бывает очень интересно. Хадижат в центре учится полгода, сразу проходит 2 курса. Девушка признается, что за короткое время занятия здесь стали частью ее жизни. Сестра двоюродная посоветовала, сказала, что очень хороший центр, и сама убедилась в этом, что хороший, уже полгода учусь. Иншаллах, в дальнейшем тоже пойду дальше. Саид Хусян очень хорошо нам преподает, прям понятно все объясняет, вообще несложно все догонять. Всем довольна пока, такие хорошие люди тут. Аль-Джазари активно участвует в образовательных и культурных проектах. Здесь проводят встречи, семинары. У студентов есть возможность побывать на лекциях известных шейхов. Центр открылся в 2021 году, и за это время он уже обучил около 1000 преподавателей. Для тех, кто приходит сюда, занятия в центре Аль-Джазари становятся гораздо большим, чем просто обучение. Это школа духовного роста, место, где появляется искреннее стремление продолжать путь в религиозных знаниях. Мадина Кураева, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. В Казани стартовали Дни культуры Чеченской Республики в рамках фестиваля национальных культур «Россия-Восток». Открытие состоялось в выставке «Культурное наследие. Взгляд сквозь поколения». Мероприятие прошло в Национальной художественной галерее «Хазине». Гости увидели более 100 экспонатов из фондов Музея Чеченской Республики. Произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, предметы этнографии, уникальные свидетельства богатой многогранной культуры народа. Особую часть программы заняли тематические экскурсии. Проект стал продолжением многолетнего сотрудничества 2 субъектов. Такие культурные инициативы стали возможны благодаря поддержке главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Мы договорились о совместной работе в плане развития культуры и налаживания межнациональных отношений. У нас они и так очень крепкие благодаря нашим главам регионов, Рамзану Ахматовичу и Рустаму Нургалиевичу, которые всегда поддерживают тесные
дружеские отношения. И сегодня принимаем участие, открывая такую выставку в рамках международного фестиваля национальных культур «Россия-Восток», «Восточный базар» в Казани. Нам очень приятно, что братский народ Татарстана так нас радушно принял, что мы можем показывать свою культуру, рассказать, как Чеченская республика жила веками, какую культуру она сохранила. В столице состоялся литературный вечер «Золотая осень» в Грозном, приуроченный к году города Грозного, также посвященный району, носящему имя Владимира Путина. Организатором мероприятия выступило Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации совместно с Союзом писателей Республики. Вечер собрал студентов, любителей литературы и всех желающих, кто хотел прочитать свои любимые стихотворения на чеченском языке, как, собственно, авторские произведения, так и стихи известных чеченских поэтов. Атмосфера мероприятия стала теплой, творческой и по-осеннему вдохновляющей. Ночи чуа, ночи поэт, байт кеч, кому волчен, вевш волч поэт, байт оли, ишти ешло бершахул, дал муглахарума, ночи литература, ночи ком поэзии, вайбахар ашнюка. Ки оаш керлуч терни яхрал сона, вай ночи мат, вай нюка баржур, кверт алшва йокен. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.